Нурби Ладикович Лушба родился в 1938 году в селе Абгархук Гудаутского района. Начал он свою трудовую деятельность в районной газете в 1965 году, еще будучи студентом. После окончания Сухумского пединститута был назначен заместителем редактора, а в 1967 году главным редактором газеты «Абзыбь». Нурби Лушба проработал в ставшей ему родной газете бессменно около 25 лет, до конца своей жизни. Сегодня друзья и коллеги вспоминают его как знатока своего дела, справедливого руководителя, готового всегда прийти на помощь. Наше знакомство состоялось в 1985 году. Это мой первый педагог и наставник. Огромное спасибо Нурби Ладиковичу за то, что он не просто научил меня писать, править свои материалы, насколько он тактично исправлял эти материалы. Поэтому с огромным уважением мы вспоминаем его. Но я хочу сказать, что он был очень мягкий по натуре. Я не помню, чтобы он повысил голос, кого-то ругал, и нас, молодых, и старших. Бывает же, вот начальник, он ругается, а он не такой был. И он давал нам возможность свободно творить. Я не помню, чтобы он исправил мой материал, и он стал от этого хуже. Или чтобы он вообще вмешивался, он доверял. Он понимал твои способности и не требовал большего, что ли, вот так вот. Районная газета «Бзыбь» именно в те годы, когда ею руководил Лушба, стала своеобразным рупором волеизъявления абхазского народа. Особенной популярностью издание пользовалось в 70-е и 80-е годы, когда на страницах газеты публиковались острые злободневные материалы, объективно отражающие политическую ситуацию в стране на тот период. «Бзыбь» стала единственным изданием, осмелившимся опубликовать в 1978 году письмо представителей абхазской интеллигенции, адресованное центральным органам власти СССР, которая затем получила название «Письмо 130». В то время, не имея журналистского образования, была большая плеяда журналистов, которые патриотично, как могли, иногда делали больше, чем могли, исполняли свой профессиональный долг. Я хочу их назвать. Это был Анатолий Возбл, это был Рамис Барцец, это был Рауф Гунба, это был Джота Абухба, ветеран Великой Отечественной войны, Диана Лебедева-Царгуш, Кочка Аджба, да, это такие мягкие, добрые, и действительно была большая коллегиальность среди них самих. Нурби Ладикович с ними тоже как-то он всегда советовался. Он мог с этой бумажкой, здесь есть хорошая фотография, сидит и читает, он с этой бумажкой мог куда угодно, в любой кабинет, пойти к каждому из них и там дочитывать, а потом объяснять или согласовывать этот материал. Люди, которым так или иначе приходилось сталкиваться с Нурбием Лушба, вспоминают его как человека чрезвычайно скромного, взвешенного в словах и поступках. Газета «Бзыбь» стала для Лушба не просто работой, он посвятил ей всю свою жизнь. Те материалы, которые там публиковались, конечно, проходили определенное согласование в том же районном комитете партии, в том отделе, где я работал. В неделю, по меньшей мере, 2 раза мы с работниками редакции встречались. Нурби Ладикович, вы знаете, первое впечатление, кто бы его не видел, очень скромный, спокойный, уравновешенный человек, интеллигент, можно сказать, с большой буквы. Я не помню, что когда-то он на повышенных тонах с кем-то мог говорить. По характеру сангвиником был, и рядом с ним сидел Анатолий Батович Возба, немножко холерик. И представьте себе, 2 человека, но они находили всегда понимание, и редакция публиковала тогда очень интересные материалы. За многолетнюю плодотворную работу в газете «Бзыбь» Нурби Лушба был награжден почетной грамотой Верховного Совета Абхазской АССР, а также удостоен звания «Заслуженный журналист Абхазской АССР». Нурби Лушба скончался 13 декабря 1991 года на 53-м году жизни.